Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Божье покровительство чудотворец получил еще в детстве, когда ему было всего 7 лет. Мальчик оступился и упал со строительных лесов, но остался невредим. С этого момента и на всю оставшуюся жизнь Бог не оставлял святого одного. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить себя Богу и уйти в монастырь. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах, жил в пустынной келье в глухом лесу, сам себе добывал пропитание. Преподобный Серафим Саровский держал очень строгий пост, ел 1 раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. Знание того, что любые испытания приходят к нам от Бога, неустанный подвиг и необъяснимая всеобъемлющая любовь к каждому человеку сделали преподобного великим подвижником, чье имя просияло на всю страну. Сегодня к мощам святого по-прежнему нескончаемым потоком стекаются верующие люди, которые по молитвам преподобного получают помощь от Бога. Серафим Саровский отличался такой любовью, что каждого человека он встречал со словами «Радость моя, Христос воскресе». И при этом лицо его сияло, так что иногда даже больно было смотреть. И многие люди, поэтому, приходя к нему, конечно, получали не только какое-то утешение, но и часто множество чудес совершалось по молитвам, по просьбе к нему. И в дальнейшем, и сегодня, хотя прошло уже 2 столетия, а умер он уже в XIX веке, почти 2 столетия прошло со дня его смерти, но эти чудеса не прекращаются. Икона с мощами Серафима Саровского прибыла в наш город из храма Косьмы и Дамиана, находящегося в селе Нордовка Мелюзовского района республики. Икона преподобного находится в том храме с 1903 года, и, по словам сопровождающего святыню, к ней во время крестного хода прикладывался сам Николай II. Святой образ написан 150 лет назад. Преподобный до сих пор помогает верующим в душевном и физическом исцелении, в борьбе с отчаянием и унынием. При жизни Серафим Саровский любил каждого, желал помочь, утверждал, что все происходящее с нами дано Богом. Мы этого заслуживаем и должны принимать без всякого роптания. Но не каждому он спешил помочь. Лишь те, кто истинно просили и действительно нуждались, обретали необходимое. Много молился, читал Священное Писание, знал наизусть. Пророчествовал о том, что с Россией будут великие беды, потому что люди забыли среду и пятницу, то есть эту дни поста по православному обычаю. И много у него пророчеств о судьбах России. А нам с вами всегда можно подойти, попросить действительно и укрепления веры, и облегчения каких-то своих страданий. Святой образ частицы мощей Серафима Саровского пробудет в городском храме до 23 января. Далее икона отправится в Баймак. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.